В общем, уважаемые друзья, мы тут 3 риэлтора приехали всего кирпичные, чтобы посмотреть на покупку этот дом. Говорят, что очень теплые стены и окна. С окон не дует совсем. Этот дом 15 миллионов рублей стоит, в принципе, потянем. Очень хорошая кровля, как новая. Вход только по сугробам. Сугробы натоптанные, твердые. Заходим в деревянную дверь. Тук-тук-тук, вам можно? Можно. Заходим в дом. Аккуратней. Тут полы разрушенные уже. Кухня была бы. Тут туалет, тут детская. Тут прихожая. Заходишь так, раздеваешься. Можно сделать в подвале сауну. Я думаю. Тут бассейн можно делать. Да. Бассейн хороший. А главное, кирпичи-то целые, и никто их не взял. Никому не нужны. Вот тут будет у нас туалет или кочегарка. Так, вот такой дом. В принципе, вполне себе. За 15 миллионов покупать можно. От Кореи до Карелии завывают ветры белые, завывают ветры белые, путь дорогу не найти. От Кореи до Карелии сам не ведаю, что делаю, ой, не ведаю, что делаю, меня темного прости. Точная дата образования поселка Кирпичный неизвестна, но он построен ссыльными немцами в прошлом столетии. Дома выполнены из местного кирпича, который изготавливали прямо тут, на заводе. Правда, память о кирпичном заводе сейчас хранят 3 трубы посреди тайги, и под ними руины. Поселок Кирпичный – одно из таинственных мест Республики Коми. Я в этих местах никогда не встречал людей. На улице ходят-бродят пару собак, но в основном тишина. С одного торца поселок Кирпичный соприкасается с истоком реки Ижма. Другая грань Кирпичного рядом с трассой на Троицко-Печорск. Третья сторона близка к поселку Верхний-Ижемский, а 4-я упирается в лес. Приезжайте экскурсии в поселок Кирпичный. Все тайны, которые откроете вы, пишите в комментариях. Проведем исследовательскую работу.